Здравствуйте, дорогие читатели! Все мы берем иногда пример с книжных героев. И в некоторых книгах главные герои – это пожилые люди. И они бывают настолько обаятельными, что затмевают юных красавиц и героев-любовников. Сегодня мы подготовили для вас подборку книг, где главные герои – люди золотого возраста. Они расскажут о своей любви, о своей жизни, переживут массу замечательных приключений и докажут, что жизнь прекрасна в любом возрасте. Начнем мы нашу подборку с известной книги Фредерика Бакмана «Вторая жизнь Уве». Если вам кажется, что везде дураки, продавцы говорят на птичьем языке, а у бюрократов целая куча бумажек, то вам со стариком Уве по пути. Он считает именно так. Это угрюмый, ворчливый старик. Все его раздражает. Соседи паркуются неправильно. Продавцы всучивают различные товары. И все, кажется, так и идет по наклону. Но однажды в его жизни появляются новые соседи. И Уве тоже меняется. Сюда нельзя въезжать на машине. Вы что, знаков не видите, что ли? Я-то вижу, а вы, наверное, ослепли. Где машина? Чтобы ваш пес больше не дудонил на наш асфальт. Не слушай злобного старикана, принц. Андрес, ты видел, что этот дед творит? Что ты псу сделал? Это не пес, это зимний сапог с глазами. 27 августа ты взяла у меня шланг. Отдавай его. Будешь поливать сад в марте? Раз ты свой поливаешь, то и я буду. Что с тобой творится, Уве? А я скажу, что ты упрямый самодур. Цикл о непростой старушке шведской писательницы Хелен Турстен понравится всем поклонникам Фредерика Бакмана. Фрекен Мод не просто старушка 88 лет. Это старушка, которую не стоит злить. И если все же вы нарушите ее покой, то берегитесь. Фрекен Мод вас не оставит в покое. Еще один шведский роман «100 лет и чемодан денег в придачу» Йонаса Янасона расскажет нам о столетнем господине Карлсоне, который совершенно не хочет отмечать свой юбилей и сбегает из престарелого дома. Этот роман расскажет о его жизни немножко со смехом, с улыбкой и с черным юмором. Это Аллан Карлсон. Вся его жизнь была подобна взрыву. Он путешествовал по всему миру. Слыхал, что они людей ищут? Для проекта «Манхэттен». Это бомба. Бомба, говоришь? Его друзья были весьма знамениты. Привет. Привет. Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что ты знаешь о ядерной бомбе. Но, может быть, сначала рюмочку опрокинем? Общительный вы человек. Ну да. Но главное приключение в его жизни только начинается. Господи, где же он, Алан? А где старик? Алан. Не подскажете, отсюда можно куда-нибудь уехать? Вы со своим дружком, считай, покойники. Ты понял меня? Если хотите меня убить, поторопитесь, мне 100 лет уже. В этом романе молодой английской писательницы Мэриан Кронин главным героиням тоже 100 лет, только на двоих. Лене 17, а Марго 83. Они знакомятся в больнице, где обе умирают. Но они не хотят сдаваться. И тогда решают нарисовать картины. Картина посвящена самым ярким эпизодам их жизни. Это пускай и грустная, но очень жизнеутверждающая книга. И в конце этой книги мы понимаем, как же мы влияем на жизнь друг друга, даже если потом нас уже нет. Такая же история о дружбе двух одиноких душ описывается в книге Элизабет Берг «История Артура Трулова». Мэгги 18 лет. Она мечтает поступить в колледж искусств, но, к сожалению, ее мечта вряд ли осуществится. От этого она сбегает после уроков на кладбище. Там ей спокойно, и никто ее не тревожит. И именно там она знакомится с 85-летним господином Артуром. Для того, чтобы понять друг друга, им не надо много слов. Им надо коробка апельсинового печенья. Эта история дарит улыбку, надежду
И еще говорит нам о том, чтобы узнать чудо, увидеть чудо, нужно сделать его самому. Свою личную свободу тоже нужно самому. Поняли герои романа Хендрика Груна. Этот роман – это дневник 83-летнего старика из дома престарелых. Развлечений у них почти нет. К тому же появляется новый директор, который осуществляет тотальный контроль за стариками. Вот только не так все просто. Эти старики пережили Вторую мировую войну, и уж от директора как-нибудь спасутся. Нерадостный детектив получился у английского писателя Ричарда Османа, где главные герои тоже из дома престарелых. Клуб убийств по четвергам. Это роман о 4 друзьях, которые решают проводить свободное время в доме престарелых, не разгадывая кроссворды или судоку, а разгадывая убийства. Они берут газету и читают. Итак, в районе труп или кого-то отравили. Давайте подумаем и разгадаем очередную загадку. Вот только у них это получается даже лучше, чем у детективов. А 3 очаровательные дамы на пенсии, Фиона, Сью и Дейзи, героини романа «Убийство и кексики» Питера Болланда, внезапно тоже становятся детективами. А главное, никто и подумать не мог, что так получится. 3 дамы работают в благотворительном магазине. Их жизнь размеренная и спокойная. Но внезапно умирает их постоянная клиентка, и женщины решают взять расследование в свои руки. К тому же полиция никак не может найти убийцу. Дамы решают действовать. Совсем другое увлечение 86-летней Вероники Макриди. Она решает спасти пингвинов. Вот только пингвины спасают ее. Как пингвины спасли Веронику? Хайзел Прайер. Эта жизнеутверждающая книга расскажет нам о старушке с большими деньгами, которая в конце жизни не знает, куда их деть, и решает поучаствовать в благотворительной акции и пожертвовать все исследовательской станции. И решает ехать к пингвинам. Это путешествие изменит Веронику. Там она встретит родного внука, спасет пингвиненка и узнает что-то важное о любви, о родных и о самой себе. Реализовать свою мечту можно в любом возрасте. Об этом книга про госпожу Харрис. Она работает уборщицей в Лондоне. И единственное, о чем она мечтает, это купить платье от Dior. Кажется, куда она будет его носить? Но это мечта. И однажды она отправляется в Париж. Она встретит разных людей, но поймет, что все-таки мир полон добрых людей. И мечта ее все-таки осуществится. Прошу прощения, где тут можно купить платье? Вы явно ошиблись адресом, мадам. Сейчас вас проводят к выходу. Нет, простите, я хочу купить платье, которое стоит 500 фунтов. Тогда ожидайте здесь, пока кто-нибудь вас обслужит. Madame la comtesse, bonjour, madame von Tiesenhausen. Так нельзя? Простите, мадам, но это я пришла первой. Раньше всех. Вы про очереди не слышали? Mathilde, oh, tu as beaucoup changé. Простите, но это нечестно. Я не хочу затевать скандал, но в Великобритании продавщицы рады помочь покупателям. Продавщица? Эта леди хочет купить платье. Подскажите ей нужный магазин. Скорее. Позвольте мне вас проводить. Нет, погодите, я специально прилетела. Я штопала одежду, мыла полы, голодала, чтобы купить платье от Диора. Но платья Диора не продаются за пенни. Так. Думаете, что у меня нет денег? Вот, держите. Простите, милая мадам. Для меня будет честью показать вам коллекцию, как своей гости. Прошу вас. Месси, идемте. Когда увидите желанное платье, запишите его номер здесь. А это какой? 89-й. Различные герои золотого возраста обосновались в различных литературных жанрах. И они доказывают, что старость – это и есть жизнь.
Желаем вам теплых осенних вечеров, приятного чтения и ждем вас в библиотеках города Пружаны. Пока-пока!